قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Arkadaşlar, zamanla bir konak halinlerden kardeşler yurtta bazı nasihatka çağıran kuyumda bol arkadaşlar yurtta okuvalarını çağıran emretlerden okuvalarını çağıran kuyum bol arkadaşlar. Allah buyursa bu muazza nasihatine bizim konağımız, kurdaşımız, özde полномоченный представитель Духовного управления Республики Дагестана по Центральному территориальному округу Умалатов İlyas Hacı kardeşler bizge bugün muazza nasihat edecek. Bu eteği nasihatine tırnak karayı kardeşler. İnşallah bu nasihatine yurtuzlara, halkımızlara barakat olur. İlyas Hacı. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hamden yuvafi ni'amahu ve yukafiru mazida. Ve afdalus salatu ve atammu teslim ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Ve ba'du, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Дорогие братья, хвала Всевышнему Аллаху, который сделал нас из числа тех, кто ходит в мечеть, кто поклоняется Ему, кто отзывается на аят, в котором сказано «Ида нудия лиссалати мин яумил джумати фас'ау иля зикриллахи ва дарул бай'», в котором сказано в тот день, когда будут призывать, пятничный день, когда будут призывать к пятничной молитве, поспешите, поторопитесь на пятничную молитву. Хвала Всевышнему Аллаху, который создал нас людьми разных национальностей, разных цветов кожи и разными, но объединил нас и создал нас такими разными для того, чтобы мы познавали друг друга, для того, чтобы мы знакомились друг с другом. И перед Всевышним Аллахом лучшим из нас является только тот, кто больше боится Всевышнего Аллаха, как об этом аяте сказано: «Инна акрамакум индаллахи атқакум». Поистине, перед Аллахом лучше из вас тот, кто больше боится Всевышнего Аллаха. Поэтому мы не разделяем ни на нации, ни на цвета кожи, ни на какие-то принадлежности духовные или богатых, нищих людей. Мы только являемся тем, кем мы являемся перед Всевышним Аллахом, а перед Аллахом мы все являемся Его рабами. И не подобает рабу быть каким-то гордым. Так как мы же все рабы, не имеет значения. Богатый раб я или нищий раб я, сильный раб я или слабый раб я. На эти все категории разделил нас Всевышний Аллах, чтобы мы по отношению друг к другу проявляли благой нрав, чтобы мы, тот, кто сильный, защищал слабого и никогда не отходил от справедливости. Тот, кто богатый, чтобы помогал бедному. Тот, кто больной, чтобы удостоил чести своего брата здорового. Прийти к нему, навести в его, чтобы Аллах смыл его грехи и простил его. Не секрет ни для кого, что добрый нрав является столпом веры и ее неоспоримой истиной. Чем выше морально-нравственные устои людей, тем совершеннее умма. Чем лучше наши взаимоотношения, чем лучше мы друг к другу относимся, тем лучше бывает это общество. Пример этому есть такой, как одного человека уважали все в селе. Когда он проходил мимо, вставали, которые сидели. Когда он приходил на центр или куда-нибудь, тоже, которые сидели, люди вставали. И люди начали интересоваться, почему это так, почему они встают, когда он приходит.
И тогда выяснилось, что его жена, когда он заходил, всегда вставала. И когда бывали у них дома гости, ее родственники или его родственники, ну, его сестра или ее сестра, мать и так далее, теща, кто бы дома не был, когда они видели, что она встает, когда он заходит, они же не могут сидеть, они тоже вместе с ней вставали. И вот так это распространилось от его жены на все село. И тем самым получается, что если самый близкий к нам человек будет нас уважать, то остальные тоже от этого, как говорится, заразятся. И это неплохо, если мы друг друга будем уважать. Это хорошо. А когда исчезает благонравие, не спосылаются беды, исходя из этого, каждый здравомыслящий человек, желающий блага для общества, обязан пристально следить за своим нравом и постараться улучшить его. Сегодня каждый, кто внимательно посмотрит вокруг, обязательно увидит те беды, которые меняют нрав людей и распространяют пороки, ослабляющие иман и убивающие добрые дела в сердцах людей. Когда мы видим, как люди гоняют, как люди друг друга не уважают, как старшие это показывают пример для младших, это распространяется быстро. Это начинают все повторять. Благонравие – это, дорогие братья, самое ценное качество человека, благодаря которому проявляется сущность по-настоящему мужественных людей. Мы же, когда представительница, скажем, прекрасного пола, когда наша мать или когда сестра, женщина, когда бывает щедрой, когда она бывает честной, когда она бывает, когда вот такие качества ей присущие бывают, мы что говорим? Как мужчина, говорим, ведет себя иногда. Это и есть, мы считаем мужеством. Что? Вот эти качества. Это все вбирает в себя благой нрав. Всевышний Аллах наделил пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, многими достоинствами, но более других восхвалил Аллах благой нрав посланника, алейхиссалату вассалям. Аллах субханаху ва тааля говорит в Коране: бисмиллахи рахмани рахим, ва иннака ла аля хулукин азим. Поистине ты, о пророк, обладатель великого нрава, говорит Всевышний Аллах. Алимы отмечают, великий нрав – это такой нрав, обладатель которого ни с кем не враждует и ни у кого не вызывает вражду. И все это благодаря высокой степени познания Всевышнего Аллаха. Другие алимы говорят, великий нрав – это осознание того, что всякое грубое поведение людей по отношению к тебе – это хадар Всевышнего Аллаха. Есть и такое мнение ученых, великий нрав – это внимание, прикованное только к Всевышнему Аллаху. То есть человек вообще не отвлекается от внимания к Всевышнему Аллаху. Он всегда в сердце со Всевышним Аллахом. И на все он реагирует, как это от Аллаха. Плохое от Аллаха, буду терпение проявлять, вознаграждение получу. Хорошее тоже от Аллаха, я должен благодарить за это Всевышнего Аллаха. И так далее. Знайте, основой религии являются благие нравы. И пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, был послан, дабы усовершенствовать их. Об этом пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Иннама бу'ithту лиутаммима макарима аль-ахляки». Поистине я ниспослан для усовершенствования благих нравов. Не просто нравов, а именно благих нравов. Их еще лучше сделать, усовершенствовать их, поставить на них печать. Вот это благой нрав сказать. Сущность благих нравов заключается в том, чтобы человек был легким, деликатным и мягким со своими домочадцами, со своей семьей, прислугой и всеми мусульманами. Мы порой, к сожалению, замечаем, человек бывает на улице добрый, улыбчивый, отзывчивый, но домой приходит, он бывает злой, агрессивный,
вот так он пытается семью вот так держать, как говорится, их по струночке, чтобы они ходили. А пророк, саллаллаху алейхи вассалям, в этом показал нам наилучший пример. Он тоже всю свою семью воспитал. И асхабов воспитал он. Так воспитал, что это воспитание до нас с вами дошло. Какой-то маленький процент до нас с вами дошел, и то мы этим восхищаемся. А он это делал мягко. В аяте Аллах говорит: Бисмиллахи рахмани рахим, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. Если бы не та милость, которой мы тебя наделили, говорит Всевышний Аллах, обращаясь к пророку, алейхиссалату вассалям, милость, которой мы тебя наделили по отношению к ним, к тем, кто тебя окружает, и если бы, говорит Всевышний Аллах, ты, о пророк, алейхиссалату вассалям, был черствым сердцем, грубым, они бы разбежались вокруг тебя, их бы не осталось вокруг тебя, то есть асхабов, радиаллаху анху. А если бы их вокруг пророка, алейхиссалату вассалям, не осталось, до нас с вами эта религия не дошла бы. Это они пришли в Дербент, распространяя религию Всевышнего Аллаха. В одном из хадисов пророк, алейхиссалату вассалям, говорит: «Каля Расулуллах, саллаллаху алейхи вассалям, ахлюл джаннати куллю хаййинин, лаййинин, сахлин, карибин, ва ахлюл нари куллю шадидин, каба'атарию». Пророк, алейхиссалату вассалям, говорит: обитатели рая — это люди мягкие, легкие и близкие по отношению к другим. А обитатели ада суровые и жестокие. «Калю я Расул Аллах, вама каба'атарию». Тогда сподвижники, радиаллаху анху, спросили: о посланник Аллаха, а как определить жестоких людей? На что пророк, алейхиссалату вассалям, ответил: «Аш-шадиду аля ахли, аш-шадиду аля сахиби, аш-шадиду аля ашири». Это люди, проявляющие суровость по отношению к домочадцам, друзьям и родственникам. Скажи, говорит, о пророк, алейхиссалату вассалям, моим рабам, чтобы они вели свои речи наилучшим образом, чтобы они мягко обращались с окружающими их людьми. А наилучшее вбирает в себя все самое благое и приятное. В отношении других проявляй те качества, которые обрадовали бы и твою душу. Приятную речь, хорошие слова, благие и красивые поступки. А скверных речей, непристойных слов и дурных деяний старайся избегать и не совершай их по отношению к другим. Ведь, совершая те или иные поступки по отношению к другим рабам Аллаха, мы должны помнить о том, что Всевышний Аллах воздаст нам тем же самым. Всемогущий Аллах и превелик. Знайте, что подобное воздаяние есть самое соответствующее. То есть тот, кто будет для рабов Аллаха раем, милостью и прохладной тенью, в которой отдыхают люди, получит соответствующее воздаяние от Всевышнего Аллаха. Если мы будем по отношению к рабам Аллаха, к своим братьям, своим семьям, своим соседям, как всегда, на кого можно положиться, которые не распространяют их тайну, которые скрывают их, так скажем, ошибки, которые прощают им их ошибки, тогда Всевышний Аллах сделает так, чтобы другие к нам также относились. И Всевышний Аллах, в конце концов, что самое важное, будет к нам также относиться. Прощать нас, скрывать наши недостатки, которых у нас очень много перед Всевышним Аллахом. Ведь тот, кто оказал почет рабу, знак уважения к его господину, то есть к Аллаху, оказал почет к рабам Аллаха, созданием Всевышнего Аллаха. Из-за чего? Из-за того, что они создание Всевышнего Аллаха, из-за того, что они рабы Аллаха. Из-за этого тот на самом деле возвеличил самого Аллаха.
Если ради Аллаха делать, то Аллах тоже это воспринимает, и от нас это исходит так, чтобы возвысить Всевышнего Аллаха, как уважение к Всевышнему Аллаху. Вот так уважать друг друга. Не как с одолжением, или из-за того, что он кто-то известный, или из-за того, что он богатый, или из-за того, что от него нам что-то нужно и так далее. Не из-за этого, а из-за того, что он раб Всевышнего Аллаха. Поэтому в хадисе от Всевышнего Аллаха говорится, что в судный день Всевышний скажет своему рабу: «Джу'ту фалам тут'имуни, вастасқайтука фалам тасқини, ва маридту фалам та'удни». Я испытывал голод, а ты не накормил меня. Я просил тебя утолить мою жажду, но ты не напоил меня. Я был болен, а ты не навестил меня. فيقول العبد كيف تجوع وأنت رب العالمين وكيف تمرض وأنت رب العالمين وكيف تستسقي وأنت رب العالمين. На что раб ответит: как же ты можешь испытывать голод в то время, как ты Господь всех миров? Как же ты можешь болеть, будучи Господом всех миров? Как же ты можешь просить утолить жажду в то время, как ты Господь всех миров, который и содержит их все? فيقول له سبحانه وتعالى مفسرا لذلك. Тогда Всевышний Аллах, пречислен и свят, разъяснит: поистине болел мой такой-то раб, и если бы ты навестил его, то обнаружил бы меня возле него. Мой такой-то раб испытывал голод, если бы ты накормил его, то нашел бы у меня отданное ему. Такой-то мой раб просил тебя утолить его жажду, если бы ты напоил его, то и это ты нашел бы у меня. Разве мы не хотим в судный день оказаться перед Всевышним Аллахом, которым Он утолит и жажду, и голод, и его нужду исправит? У нас же будет судный день, очень много нужды. Для этого Всевышний Аллах разъяснил нам это, чтобы мы следовали этому, чтобы мы ходили, навещали больных, чтобы мы голодных не оставляли в голоде, и чтобы мы не оставляли тех, у кого, так скажем, хочется выпить кому. То есть свои слова Всевышний Аллах разъяснил сам. Я испытывал голод, я болел, я просил у тебя утолить свою жажду. Следующими выражениями: мой такой-то раб испытывал голод, мой такой-то раб заболел, мой такой-то раб просил у тебя утолить его жажду. Благонравие, уважаемые братья, приносит пользу своему обладателю в обоих мирах. В этом нет никаких сомнений. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, в одном из своих хадисов сказал: «Афтару шай'ин юдау фи мизани аль-абди яум аль-киямати хуснул хулук». Поистине, самое тяжелое на весах раба в судный день — это будет хороший, благой нрав. В другом хадисе посланник Аллаха, алейхиссалату вассалам, сказал: «Иттакилляха хайтума кунт». Бойтесь Аллаха, где бы вы ни были. «Ва атби'и саййи'ата аль-хасаната тамхуха». И пусть последует за плохим вашим деянием хорошее, которое его стерет. «Ва халик иннаса бихуснил хулук». И обращайтесь с людьми хорошим, благим нравом. Посланник Аллаха, алейхиссалату вассалам, сам показал нам наивеличайший пример этого благого нрава. Однажды, когда посланник Аллаха, алейхиссалату вассалам, сидел в кругу асхабов в мечети, радиаллаху анхум, пришел один человек и дал посланнику Аллаха, алейхиссалату вассалам, горстку винограда. И посланник Аллаха, алейхиссалату вассалам, начал есть этот виноград. Он его ел и улыбался. Кушал этот виноград, улыбался, и вот так он улыбался и кушал этот виноград, пока не закончил всю кисть. И этот человек радостный, что посланник Аллаха, алейхиссалату вассалам, съел его угощение, радостный. И асхабы, радиаллаху анхум,
поинтересовались: «Я Расуль Аллах, неужели этот виноград был таким вкусным, что ты с нами даже не поделился? Обычно, что бы тебе не дали, ты с нами делишься». Пророк, алейхиссалату вассалям, говорит: нет. Наоборот, этот виноград был очень кислым. И я, говорит, испугался, что если я вам дам этот виноград, вы, когда его покушаете, попробуете, когда вы поймете, что он кислый, вы не сможете от этого человека скрыть это. Он на вашем лице увидит то, что он кислый, этот виноград, и расстроится. Чтобы он не разочаровался, чтобы он не расстроился, я, говорит, его весь сам съел, чтобы он остался доволен. Вот так посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, вот такой нам пример показал. Однажды 3 брата пришли к Умару, радийаллаху анху, когда он был амир аль-муминин, правителем, и потребовали от него наказать одного человека смертной казнью. И он спрашивает, за что его наказать, за что надо его убить, смертная казнь. Они сказали: он убил нашего отца. Он спросил у этого человека, этого пастуха: правда ли это? Он сказал: да. Я, говорю, убил их отца. Он сказал: как это случилось? И он рассказывает: я, говорит, пас овец недалеко от Медины, верблюдов пас, говорит. И один из верблюдов, которых я пас, он, говорит, пошел в чей-то чужой огород и начал оттуда его кушать. И хозяин сидел в огороде в тени. Разозлившись, он кинул камень, чтобы отогнать этого верблюда. И я тоже, говорит, разозлился на него, взял этот камень, кинул обратно в него. Он попал по голове, и тот человек умер. Это пастух соседнего села, которого никто не знает там. И Умар, радийаллаху анху, говорит: да, говорит, ничего тут не поделаешь, придется тебя казнить. Он говорит: я согласен, я не против. Но главное, говорит, у меня есть одна просьба: дать мне отсрочку до завтрашнего магриба, до завтрашнего вечернего намаза, до захода солнца завтра. И Умар, радийаллаху анху, говорит: хорошо, мы тебе дадим отсрочку, только если за тебя кто-то поручится. Вдруг, если ты не придешь, чтобы мы его казнили вместо тебя. По-другому не можем мы тебя отпустить. И его же никто не знает, он из соседнего села, кто за него поручится. И они спрашивают вот так вот: кто за этого человека поручится? И молчат все. Еще раз спрашивают: кто за него поручится? Опять все молчат. Когда еще раз спросили, один из асхабов, радийаллаху анху, говорит: я поручусь за него. Ему говорят: ты его знаешь? Он говорит: не знаю. Тогда зачем ты за него поручаешься? Он говорит: я за него ручаюсь. Я ему доверяю. И тот уходит. И на следующий день уже приближается время казни, и того человека нет. Он не идет, уже люди собрались, уже собираются его казнить, и один момент сдалека видно, что тот бежит. И кричит оттуда: я пришел, я пришел. И когда Умар, радийаллаху анху, спрашивает у него, говорит: почему, говорит, ты вернулся? Ты же мог уйти, потеряться, исчезнуть, и тогда бы никто тебя не нашел, а сейчас тебя казнить придется. Зачем ты вернулся на свою казнь, говорит Умар, радийаллаху анху. Специально перед людьми спрашивает. Он говорит: затем, чтобы среди народа, среди людей не распространилась молва о том, что не осталось людей, кому можно доверять. Что между мусульманами не осталось доверия. Чтобы вот это не распространилось, этот человек на свою казнь пришел, на смерть пошел. И тогда Умар, радийаллаху анху, спрашивает у того, кто за него поручился: ты же, говорит, мог умереть, оставить свою семью. Он тоже отвечает: я, говорит, за него поручился, чтобы среди мусульман, среди людей не распространилась такая молва, что людям на друг друга стало безразлично. Что люди друг другу стали, что мусульмане на друг друга уже безразличие проявляют по отношению друг к другу. Чтобы это не распространилось среди мусульман, этот человек, этот асхаб, радийаллаху анху, был готов умереть. Конечно же, тогда эти 3 брата сказали: мы прощаем убийцу нашего отца.
кровную месть прощаем, сказали, которые имели право на это, которые уже все готово было, они сказали, мы прощаем его. И тогда Умар, рады Аллаху анху, спросил, а вы зачем прощаете? Мы, говорит, прощаем для того, чтобы среди людей, среди мусульман, уммы пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, не распространилась молва о том, что не осталось милости, не осталось прощения, не осталось афу у друг друга, у людей по отношению друг к другу. Что люди стали грубыми и не прощают друг друга. Чтобы это не распространилось. Уважаемые братья, асхабы, ради Аллаху анхум, пришли в Дербент. Ни для кого это не секрет. Дошли до Китая, ни для кого это не секрет. Там есть зияраты, здесь есть зияраты асхабов, ради Аллаху анхум. Рассказывают в книгах, ученые пишут, что когда пророк, алейхиссалату вассалам, сказал «Баллигу анни валяу ая», были такие асхабы, которые оттуда уже своим асхабам, друзьям, ради Аллаху анхум, сказали, васият передали семье, чтобы они передали им, что они их любят, и васият передали, и оттуда же домой, не заходя, пошли довести от пророка, алейхиссалату вассалам, хотя бы одно слово, как пророк, алейхиссалату вассалам, в своем хадисе сказал. Хотя бы одно слово, чтобы донести. Они боялись, что они, зайдя домой, увидя своих детей, свои семьи, они не смогут оставить, попрощаться и пойти распространять религию Аллаха. Поэтому они оттуда же, с места же пошли, ушли. Вот так они дошли сюда. Когда одного имама назначали в Махачкале имамом, когда сказали, попросили его там быть имамом, он говорит, я, говорит, не против то, что старшие скажут делать, я, говорит, не могу сказать, что не буду. Но я, говорит, боюсь, что я не смогу. В этой мечети, говорит, на русском языке надо ваза делать. Это, говорит, говорит, мечеть, которая пятничный намаз совершает. И надо каждую пятницу выступать. А там в Махачкале же не получается ни на русском, на другом языке выступать. Там все, потому что разных национальностей. И тогда он получил такой ответ. Ему сказали, разве эти асхабы, ради Аллаху анхум, которые в Дербенте похоронены, они разве знали язык наш, когда к нам шли, чтобы распространять религию Аллаха? И этого ответа было достаточно. Да, Аллах нам всем тоже вот так же за умму пророка, алейхиссалату вассалам, переживать, распространять между собой благой нрав, друг к другу относиться благонравно, любить друг друга, так как мы все создания Всевышнего Аллаха, проявлять вот это, которое мы услышали, благое к друг другу, чтобы показать почет наш к Всевышнему Аллаху. Чтобы это было как, не так, что я уважаю его, а так, что я ради Аллаха его уважаю. Вот так относиться к другу. Да убережет Всевышний Аллах нас всех от смут и бед этого времени. Наконец, не могу не сказать насчет езды нашей на дорогах тоже. Дорогие братья, вчера в Махачкале КамАЗ раздавил женщину насмерть. Это в городе, в Махачкале. Вот такие у нас ездаки, да, так скажем, шумахеры вот такие мы. Это в первую очередь я себе тоже говорю. Мы ездить привыкли на скоростях, но уже людей больше стало, машин больше стало. И надо соблюдать вот этот благой нрав по отношению друг к другу не только в мечети, не только дома, не только в взаимоотношениях вот так лицом к лицу, но и в интернете, но и за рулем, везде, где бы мы ни были. Потому что Аллах же везде с нами. Инна Аллаха маакум айна ма кунтум. Аллах с вами везде, там, где бы вы ни были. И все записывается. Поэтому дай Аллах нам всем терпение и, конечно, тауфих следовать всему тому, что мы знаем и услышали. Альхамдулиллахи раббил аламин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Allah razı olsun İlyas abi erbi etken nasihatımda. Şu etken nasihatından fayda almağa bağrımızda da Allah nasip etsin. Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın bir hadisini eskermeye söyleyin.
şöyle İlyas Hacı aytkan nasihatını bağırına birçe kuşağı zamanla bir Peygamber hadisinde şuna barısına girip şunun türüne sandığa bulabız arkadaşlar. Peygamber aleyhissalatu vesselam özünün hadisinde aytar: La yukammilu imanu ahadukum hatta yuhibbu li ahihi ma yuhibbu li nefsihi minel hayri. Sadaka Resulullah. Hiç insanlı imana kamil olmaz, tolu olmaz. Eğer de Müslüman adam özünü din kardeşine özüne yoruyor olan her bir yaxşılıkını şola da yorap tuğulusu da etmesi gerekir. Ali İlyas Hacı aytıpta kaldı. Muhammed Aleyhissalatu Vesselam'ın ashabaları derbetke gelgenine bayıtır kardeşler. Ben de aldıda aytkan edim. Peygamber Aleyhissalatu Vesselam'ın ashabaları derbetke gelgenine yemek. Peygamber'in ashabaları kardeşler tarığa da gelgen. Şam'dan Siriye'de vilayet, Şam'da baytan vilayettan Peygamber'ine tohumuna, Abbas'ın tohumuna gelen ashabalar tarıqdan taba, Derbent'te taba tarığa gelip Targu'dan ne ola yerleşip onunla Dağıstan'da vilayetin tak şehrine etti kardeşler. Peygamber Aleyhissalatu Vesselam'ın ashabaları, tabi'iler olan onunla son gelir Targu'dan taba kardeşler dini hukumatını kurçun salma başlarına bayt Dağıstan. Şolar Peygamber'in tohumuna, Siriye'den gelgen ashabalarına, şolarına gelgen Arapların taba Targu'da yerleşip, Derbent'te so Targu'ya yerleşip şolar, Şavhallar kardeşler 600-700 yılın uzağından İslam dinini Dağıstan vilayette, Sav Kafkaz vilayetinin içine İslam dinini yayıtır şolar gelgen kardeşler. Allah'a mahtalır olsun ya Allah. Şu Peygamber'den tava bizge şulay ulu nimet, şulay Allah rahmus gelgense Allah'a min mahtalır olsun. Hatta bir kitapta öğrenelim Muhammed Aleyhissalatu Vesselam'ın ashabaları Temirhan Şura'da gelgen oğan şundan İslam dinini yayıtırıp, gazavet etirip, davet etirip davet. Kitaplarda ita Peygamber Aleyhisselam ashabaları birine gelgen zamanlar şolana barakatta ahir kıyamet günü oğuça taymaz, şunu barakatına şu yerde İslam dinine yayılırlar. Şu alimle aytan sözüne hak gertip olup toktayıp arkadaşlar böyle siz bizde Dağıstan'da neçik ayı İslam dini ölü olup beraber. Ayrıkta, Temirhan Şura'da, Buynas Şahır'da, Arsanal'da adamlarda ayrıca barakalarını bildirmeye söylemen. Şu Dağıstan'da İslam din örgü olmaklık kardeşler köbü salda şu Arsanal'da adamlar tabak oldu. Şu Arsanal'da adam madrasasına tabak, şunu okuyan yaşlarına tabak, mingillerimden, korkunlerimden kardeşler Dağıstan'da İslam dinine yayıldı. Ya Allah şu Arsanal'da adamlara Allah sağlık versin ya Allah. Yani şu bizim din idara başını tutup duran Ahmet Hacı Efendi'ye de Allah sağlık versin. Her bir peygamber tutumuna gele Allah da ömürde tevfikli versin. Gelecekte bizde Dağıstan'ın içinde İslam dinleyemeye. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Salat-ı cenaze namazı var arkadaşlar. Ağay önemli olan bu olursa. Amin hacı. Cenaze namaz Muhammed Sabri'nin